Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире передача «Взгляд из Иордании» с доктором Шана. С вами Маха Шана. Чтобы принять участие в нашем передаче, задать вопрос или высказать свое мнение, напишите нам в комментариях. В марте 2017 года в Аммане прошла отчетно-выборная страновая конференция Координационного совета Организации российских соотечественников Иордании. В нашем эфире мы будем называть это КСОРС. В ходе этой конференции был выбран новый председатель КСОРС Иордании Елена Титова. И сегодня у нас в гостях новый председатель КСОРСа Иордании Елена Титова. Елена Титова, расскажите, что собой представляет этот КСОРС? Упрощенно, КСОРС Иордании – это общественное, некоммерческое, основанная исключительно на добровольных началах и уставных принципах площадка, которая позволяет вести конструктивный диалог с представителями заинтересованных в сотрудничестве общественных организаций, соотечественников и объединений, проживающих в Иордании. Термин «соотечественник» очень известен в России и всем понятен, но с переводом его смысл полностью не передается. Скажите, кого можно отнести к понятию «соотечественник»? Понятие «соотечественник» определяется федеральным законом о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом. И если коротко о главном, то согласно федеральному закону соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие, либо проживавшие в нем, и у которых есть общность языка, истории, культурного наследия, традиций, обычаев, а также их потомки по прямой нисходящей линии. То есть от отца к сыну, внуку и так далее. Соотечественниками за рубежом являются граждане Российской Федерации, которые постоянно проживают за пределами территории Российской Федерации. Соотечественниками также признаются лица и их потомки, которые проживают за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживавшим на территории Российской Федерации, а также свободно сделавшие выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии проживали на территории Российской Федерации. То есть от сына к отцу, деду, к прадеду. Ваш совет как-то связан с посольством России в Иордании? Координационный совет является представительным и совещательным органом организаций, входящих в ее состав. КС может представлять интересы российских соотечественников в органах государственной власти Российской Федерации. Но нельзя при этом не сказать, что, будучи подданными иорданского государства при наличии двойного гражданства, каждый должен соблюдать Конституцию и законы Иордании, уважать права и свободы других лиц, иметь право отстаивать свое право и нести уставные законом обязанности и как гражданина этой страны. К примеру, например, многие иорданские черкесы имеют ту или иную связь с исторической родиной, знают язык, многие учились в России,
В Иордании много лет функционирует общеобразовательная школа, где преподают адыгейский, черкесский и русский языки. Молодежь изучает народные танцы, чтут традиции и обычаи. Тем не менее, черкесы в Иордании являются оплотом стабильности и, можно сказать, символом государства. Да. Так что я считаю это очень значимо. Да, конечно. В каких сферах вы работаете для развития отношений между Россией и Иорданией? Ну, прежде всего, это образование и культура. Соотечественники и те, кто хорошо понимает как исторические, так и культурные аспекты Иордании и России, могут предоставлять квалифицированные юридические, консалтинговые, маркетинговые услуги, оказывать содействие в проведении пиар-компаний, тем самым расширяя и развивая взаимовыгодные интересы обеих стран. Хочется отметить, что мы имеем очень хорошие отношения между выпускниками российских и советских высших учебных заведений, и мы гордимся этой дружбой. В конце июня этого года в Московском экспоцентре прошел первый Евразийский ортопедический форум. Более 3000 практикующих врачей из 25 стран Европы и Азии приехали для того, чтобы наладить промышленное, научное, практическое сотрудничество в области травматологии и ортопедии. Иорданию представлял председатель Ассоциации русскоговорящих врачей королевства доктор Хамид Награш. Ассоциации в ходе форума были подписаны ряд соглашений с российскими и зарубежными организациями о сотрудничестве. И хотя этот форум был не форумом соотечественников, приятно, что русское образование, русский язык, язык, который относится к одним из официальных языков Организации Объединенных Наций, расширяет границы и становится все более востребованным в научных и деловых кругах. Да, это очень интересно и восхитительно. А какие задачи ставит перед собой КСОРС Иордании? К чему вы стремитесь и как помогаете соотечественникам? Ну, для каждой сферы интересов есть свои цели и задачи. Да. Если вы занимаетесь бизнесом, КСОРС может служить площадкой для содействия развития торгово-экономических отношений между российскими и иорданскими предпринимателями малого и среднего бизнеса, оказывать информационную поддержку в области права и других аспектах социальной жизни соотечественников. Если мы говорим об образовании, КСОРС – это площадка, способствующая сохранению и популяризации русского языка, отечественной истории и культуры и литературы, укреплению связи между соотечественниками и Россией. Ну, наверное, и с российскими соотечественниками как внутри страны, так и в регионе, да и во всем мире. А касательно воспитания, я считаю, что родителям недостаточно только хорошее образование. Каждый хочет видеть, каким человеком вырастет его ребенок, что он передаст детям. И в то время, когда размываются общечеловеческие ценности, рушатся традиции, забываются обычаи, рвется нить между старшим и младшим поколением, конечно, актуальна народная педагогика, которая направлена на сохранение этнических ценностей воспитания как составной части и национальной культуры, святость семьи, уважение, сохранению рода, уважение к предкам, почитание старших,
стремление не опорочить имя отца, желание своими знаниями и трудом упрочить авторитет рода, заслужить уважение людей. Я считаю это одними из краеугольными камнями воспитания достойности. Да, это действительно. Так вот, я хочу сказать, что думаю, что при всей глобализации мира стремление к идентичности присуще всем народам. И многоязычным семьям, в которых много языков и один мир, наша работа очень актуальна и важна. А расскажите, пожалуйста, какие ваши проекты и будущие планы? В апреле 2017 года в Омане прошла 11-я региональная конференция российских соотечественников стран Ближнего Востока и Африки. Я хочу сказать, что атмосфера была настолько теплой и дружной, что проекты, инициированные на этом конгрессе, приобрели форму корпоративного движения. И, наверное, основная цель конференции, консолидация российских соотечественников, была целиком и полностью выполнена. И реализация этих проектов стала нашим будущим и ближайшим настоящим. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих проектах. Проекты, конечно, они имеют цели. Цели укрепления России и стран проживания в рамках культурного обмена, сохранение и популяризация русской отечественной литературы, консолидация отечественников как в регионе, так и между организациями в стране. Это вообще красивые проекты. Созидание, творчество, стремление найти зерно какого-то личности в работах. Это просто замечательные проекты. Проект «Страна, в которой я живу». Его тематика Иордания глазами соотечественников. Это конкурс рисунков и конкурс фотографий. Конкурс рисунков, здесь фантазия безгранична. Конкурс фотографий это идет по категориям город, пейзаж и портрет. Есть какие-то ограничения по фотографии? Конкурс это онлайн. Чем хороши онлайн-конкурсы? Они прозрачны, они доступны и они демократичны. Это для всех возрастов, состояния здоровья и места расположения. Поэтому танцуют все. Это хорошо. Насчет фотошоп там учитывается? Учитывается там в фотографиях, если сделан фотошоп или нет? Вот, фотография, единственное условие для конкурса фотографии – это без фотошопа. Реальные, действительно смешные и не очень красивые творческие фотографии. Страна, следующий конкурс, проект международный, международный проект детского рисунка. Он идет под эгидой фестиваля «У детства нет границ». У него есть ограничения. Дети от 6 лет до 16, учредители КСОРС Марокко. Конечно, все проекты организуем мы здесь, в Иордании, КСОРС Иордании. Эти работы, все проекты и все конкурсы проходят несколько этапов. Страновой, региональный и, в конце концов, Всемирный конгресс соотечественников в Москве в 2018 году. Что представляет собой «Я рисую Россию»? Это Россия глазами соотечественников. Эти два конкурса «Страна, в которой я живу» и «Я рисую Россию» как раз нацелены на
укрепление связи между Россией и странами проживания. В России дети увидят то, чем живут соотечественники, и наоборот. Поэтому, пожалуйста, принимайте участие. Обязательно. Проект «Болдинская осень», он немного другой. Здесь этот проект для того, чтобы дети стали читать, заинтересовались литературой. Он предназначен для расширения кругозора. Читайте произведения, рисуете. Александр Сергеевич Пушкин. Тема безгранична. Я тоже считаю, что этот проект безграничен. В сюжете, в истории. Каждый может принять участие, но для этого нужно прочитать. Конкурс чтецов – это видеоклипы. Все об этом написано на страничке Фейсбука. Вы можете ознакомиться более подробно по ссылкам групп. Да. У нас есть посылки группы, и мы можем показать их на экране. Пока нет. Хорошо. Я хочу сказать, что проект «Страна, в которой я живу», учредитель и разработчик Ксорс Катар. По проекту «Международный детский рисунок» «Я рисую Россию», учредитель и разработчик Ксорс Марокко. Да. Так что, если есть вопросы и предложения, обращайтесь. Если есть работы, помещайте на страничке. На страничке. Обязательно это всем. Готовы ролики? Меня зовут Ханин Халик. Я изучаю русский язык в Иорданском университете. Я иорданка. Я люблю поэзию Пушкина. Александр Пушкин, я вас любил. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, ту робостью, ту ревностью томил. Я вас любил так искренно, так нежно, когда вам Бог любимый быть другим. Здравствуйте, меня зовут Мия Абаза, я черкешенка, и я изучаю русский язык в Иордании университет. Я люблю Александр Пушкин, поэтому я буду сказать ему известное стихотворение. Я вас любил. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, ту робостью, ту ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим. Ждите нас, мы вернемся через пару минут. Because I can.
I believe. Творчество потенциала наших детей, и это очень хорошая поддержка для наших талантов. Есть вопросы от телезрителей? Спасибо. Елена Анатольевна, первый вопрос от телезрителей. Как соотечественнику связаться с вашим советом? Электронная почта. Электронная почта. Мы покажем потом, через пару минут, электронная почта совета КСОРС. Второй вопрос от телезрителей. Каким проблемам приходится сталкиваться чаще всего совету? Аренда, инвестиции, поиск спонсора. Елена Анатольевна, наша передача подходит к концу, и, может быть, у вас есть какие-то пожелания или что-то, что бы вы хотели сказать нашим телезрителям? Прежде чем пожелать, я хотела бы сказать, что образование, воспитание, достоинство, благородство, честь – это еще не все. Дети должны быть счастливыми. И я считаю, что для счастья, для того, чтобы они были жизнерадостными, у них глаз светился, они радовались жизни, это заслуга, скорее всего, не самих детей, а большая работа их родителей. Поэтому культура, искусство, язык, образование – это наши мосты понимания друг друга, это качество восприятия мира. И приглашаем родителей вместе рисовать, вместе готовиться к этим проектам. И я считаю, что вот соотечественники, эти проекты помогут нам раскрыться, найти новые таланты. Может быть, в будущем кому-то это пригодится. Если есть вопросы и предложения по этим проектам или по каким-то другим, мы открыты к диалогу и сотрудничеству. Большое спасибо. Спасибо большое вам, Елена Анатольевна. И у нас в гостях была Елена Анатольевна Титова, председатель КСОРС Иордании. Вы смотрели «Взгляд из Иордании» с доктором Шана. Встретимся 23 июля в 20 часов по местному времени. С вами была я, доктор Маха Шана. Желаю вам всего доброго и до свидания.